Армысыз. Саламатсыз ба, Асема? Рассказывайте. Вы в Астане живете, да? Нет, нет, я в город Аксу, Павлодарская область. А, вы в Аксу живете? А, все поняла. Да. В сентябре 23-го года у меня начались головные боли. Пульсирующая боль в районе темечка слева. Болела голова все сильнее и сильнее. Пила таблетки, долгое время, боль не проходила. А потом, когда сделали МРТ в декабре, мне поставили диагноз микроаденома гипофиза. Сказали, опухоль в гипофизе, нужно будет оперировать. Пока сдавала анализы, таблетки пила. Моя подруга Лязат, вот она мне предложила, не хочешь, говорит, у Асемы лечение получить, марафон получить, пройти марафон, что тебе терять? Может быть, и исцелишься, может быть, легче станет, потому что она тоже марафоны проходила у вас. Вот я где-то в январе марафон у вас взяла, 10 дней. Вот в течение 10 дней, как вы говорили, вот все проходило, вот, квадратное дыхание, вот это шар. Да, у меня были в организме какие-то изменения. Головная боль усилилась, кстати. Это мне было просто насторожило. Не проходили головные боли. Головная боль так и была во время марафона. Жар в теле, вот, отрыжка, головокружение. Все это было у меня, вот, реакция моего организма на ваш марафон. Но я надежду не теряла, что у меня все-таки, может быть, лучше станет. Вот. По истечении времени, где-то в феврале, мне сказали делать контрольный МРТ. Когда сделали, врачи были в шоке. Они меня спрашивали, а что-то вы пили, говорит? Я говорю, вы мне ничего не прописывали, я ничего и не пила. Просто от головной боли я пила таблетки. Я сама была в шоке. Вы не ожидали? Да, конечно, я не ожидала такого результата. Была опухоль, это же страшный диагноз. Все, с каждым днем ты думаешь, сколько ты проживешь и вообще, какие будут последствия. Да. Вот головные боли потихоньку начали угасать. Замечала, я уже не просыпалась от такой боли. А когда уже окончательно мне диагноз поставили уже, что нету этой опухоли в 4 сантиметра, куда она пропала, они в шоке. Я сама в шоке, и врачи в шоке, и когда контрольно сделали МРТ, у меня ничего нет, они сказали. Диагноз не подтвердился, сказали. Вы здоровый, абсолютно здоровый человек. Супер. Ваши арлахи очень мощные. Они хотели помочь вам через марафон. Вы бы, конечно, не смогли, да, растворить эту опухоль. Вам обязательно через Лязат помогли. И вот через 6 рукопожатий можно познакомиться со всем миром. Да, из-за марафона у нее опухоль прошла. Я же всегда говорю, я всегда проговариваю ваш результат. Это очень уникальный результат, Айгуль. Просто нужно делиться. Это может помочь. Это 65 тысяч тенге. Это сейчас не такие большие деньги, чтобы избавиться от каких-то трудноизлечимых заболеваний, да? Попытка не пытка. Это же, извините, гипофиз где находится. Это очень труднодоступное место. Тем более трепанация там. Они вообще собирались сделать, да? Да, я должна была все анализы пройти и лечь на операцию. Они меня готовили на операцию. Вот когда повторно уже окончательно сделали мне МРТ, и вот так диагноз не подтвердился, как они сказали. И они в шоке, и я сама в шоке. И я уверена, что с вашей помощью, Асема, с помощью Всевышнего и моих предков, я так исцелилась с первого марафона. С одного единственного марафона, который я прошла у вас. От такой болезни я излечилась, исцелилась. Огромный рахмет вам, Асема, что познакомила Лязатка, моя подруга, с вами. Что я сейчас живу полноценной жизнью, у меня нет головной боли, у меня нет усталости, у меня нет тревоги за будущее. Я живу полноценной жизнью, я радуюсь жизни, что я абсолютно здоровый человек. Да, страх прошел, и все плохое позади, я так считаю. Да. Супер. Супер. Вот, Айгуль, у вас энергия прям до сих пор бьет, да? Вы работаете как... Да. Дороги открываются, исцеляются. Я же говорю, не всем нужны марафоны. Просто человек, когда хочет проходить, он проходит. Это для поднятия вибраций. Это у кого есть кассета, они прям хотят быстрее открыться. Из-за этого много проходят марафонов. А вот для таких результатов это очень мощно, ребята. Конечно. Просто должна быть уверенность до конца. Быть уверенным, что ты исцелишься. А если есть сомнения, конечно, что может получится, может не получится, это не работает. А вот когда ты уверена все 100%, что вот ты пришла, получила это лечение, и ты до конца веришь, что ты исцелишься, оно и произойдет. Как в моем случае. У меня не было больше другого выхода, как получить лечение, будет что будет. Не так было у меня. Я думала, вот приду к вам, несколько, может быть, марафонов пройду, но была уверена, что я пойду на поправку. У меня другого не было выхода. Как просто исцелиться. Получить лечение у вас и исцелиться. Мне до сих пор вот вспоминаю, как это происходило, меня сейчас трясет, прям не могу. На тот момент мне так колошматило.
Не звоните, пожалуйста. У меня с телефона, я в стриме сижу. Зачем звонить? Пишите в WhatsApp. Я никогда на звонки не отвечаю. Продолжайте. Я уверена, что вы многим Асема помогаете. У вас много людей, вот смотрю, которые ищут вас в поддержке, в открытии дорог своих, может быть, свою судьбу изменить как-то в лучшую сторону, исцелиться. Да. Я уверена, что они получают у вас все то, что они хотят получить. Да. Вы приносите много хорошего людям, Асема. На истинный путь ставите человека. В лучшую сторону жизнь меняете их. Да, надо, чтобы побольше народу узнали об этом марафоне, чтобы исцелиться и открыть свои дороги. Да. Я тоже многим говорю на своем примере, что вот Асем, меня познакомила моя подруга Лязат с Асем. И вот говорю, вот тоже заходите в стрим, смотрите, получайте свою энергию, как бы вибрации свои поднимайте. Я тоже советую многим девчатам, чтобы именно к вам подписывались, получали у вас. Чистки, да? Через полчаса будет чистка. Айгүл, алғыс сізге үлкен рахмет. Денсаулығыңыз мықты болсын, жолыңыз ашыла берсін. Тағы да бір марафон өтіп, можете запрос сделать на омоложение. Между прочим, кто проходил марафон, у них омоложение идет сразу. Вот в прошлом году женщина проходила, и в этом году, вот недавно, неделю назад, она отправляет мне фотографию. Я говорю, боже мой, как вы так помолодели, вы еще молчите об этом, о таком результате. Я говорю, почему молчите, вы так, сравнить в прошлом году, какая она была, и в этом году, это небо и земля, конечно. Это очень мощная такая трансформация произошла. Понимаете, да? Омоложение идет на клеточном уровне. Скоро будет марафон тоже, другой марафон, помощнее, и вот там будет омоложение на уровне ДНК. Надо получить этот марафон. Мы же, женщины, всегда хотим быть красивыми, молодыми, привлекательными, в любом возрасте. Алғыс сізге. Рахмет сізге, Асема. Сау болыңыз. Вам тоже крепкого здоровья. Сау болыңыз. Рахмет, аха.